Хадрис Искакович, скажите, пожалуйста, вот, про вас пишут, что вы гражданин Казахстана, что вы гражданин Кыргызстана. Вот поэтому что можете сказать? А кыргызча можете? Нет, да? Давайте на русском. Ну, во-первых, я хочу что сказать. Я уже второй созыв депутат при Гуркинеше. Первый раз я избрался в 2010 году, и сейчас и второй раз в 2015 году. По поводу вот моей гражданства, уже это вопрос неоднократно поднималось Центральным избирательным комиссией ЦИКом. Тогда в то время, в 2013 году, поступила жалоба, что у меня есть двойное гражданство, какой-то это справки предоставили, какой-то оргкомитет. Сейчас мы каждый можем создать любой оргкомитет по проведению. Ну, получили какие-то справки, что с Курдая, где я никогда не жил, Курдая, я не где это все, я родился в Казахстане, я уроженец. Я родился в Казахстане, в Джамбульском районе, Джамбульской области, село Дунгановка. А сколько там жили? Я там всю свое сознательное детство я прожил. Как я и в Таласе жил, и в Джамбуле жил. И вот я после окончания школы, по достижении 18 лет, я вот получил первый Советский Союз паспорта. Понимаете, да? Ну, после окончания института я также полши лет распределился. Это с 85 года я начал работать в Кыргызстане. И по сей день работаю в Кыргызстане. И я хотел бы сказать, то, что уже это вопрос ЦИКи были, я предоставил все документы, и были проверки, все проведены. Вот. И официально от ЦИКа было поступлено мне ответ, что у меня нет гражданства Казахстана, что это все, ну, как сказать, липово. Я не обращал на это внимания. Скажите, пожалуйста, а с какого года вы гражданин Кыргызстана? Как Советский Союз распался, как в 95-96 годах начали менять паспорта советские на кыргызские. И тогда я сделал обмен, получил кыргызский паспорт. Я тогда в Канте работал, я в Канте получал квартиру, я в Канте был прописан. Почему сейчас говорят же, улица Гагарина, 17, я получил однокомнатную квартиру там и был прописан там. И в Канте я получил первый паспорт. В 2006 году, в 2006 году я поменял второй раз. По истечении 10 лет, да, у нас меняется? Да. И вот и в 18 году, да, уже, в 16 здесь, я, чтобы каждый год менять, как положено, как гражданин Кыргызстана, это я получил. И все тогда при Советском распале, когда Советский Союз, кто где работал, кто где жил, кто где ходил, там хотел получить гражданство, они получили. А вот по поводу того, что отдельные СМИ опубликовали по поводу вас документы, вот что можете сказать? Там 13-м годом датируется, еще 14-м годом. Ну, вы правильно понимаете, они же в 13-м годом это все подняли, да, взяли какие-то справки, датируются. Ну, это в 13-м году и ЦИК рассмотрел. В 13-м они взяли это, в 14-м ЦИК рассмотрел. Понимаете, это 13 же осенью там было это, а ЦИК рассмотрел, пока собрали бумаги, с Казахстана пришли подтверждающие документы, что я не гражданин. Хотя вот это везде вы, кроме зайдите, везде в интернете есть. Сейчас что, каждый будет распечатать, проходить, и каждый будет это все, каждый год меня будет представлять, что я гражданин, что ли. Ну, я думаю, как у русских есть поговорка хорошая, есть пословица. Хорошо забытое старое это новое, да? Новое это хорошо забытое старое. Вот, как будет правильно. А вот ЦИК успокоился или все еще нет? А вот кто думаете, почему вот поднимает вопрос о вашем гражданстве? Кто это? Ну, я не буду здесь сидеть догадками заниматься или это все. Я думаю, люди сами прекрасно понимают, кто это. Это в последнее время, видимо, мое резко очень сильно критики, борьбе с коррупцией, соблюдением законности и так далее. Конечно, это многим, может быть, не нравится. Я ничего не могу сказать, но то, что я уверен, мне нечего переживать. Если было бы и в 13-14 году, это уже поставили бы точку, понимаете, да? Поставили точку, как это гражданин Казахстана может быть депутатом. Вот скажите по поводу дела, гражданское, да, дело сейчас рассматривается, да? Где? В суде. По поводу вашего гражданства. Никакой нигде нет, ничего нигде не рассматривается. А вот Тохон Мамытов что говорил по поводу... Ну, он что попало, он говорил, вы понимаете? Вот я собрал материалы, я передал прокуратуру, он меня начал пугать. Сейчас нету никакого дела? Конечно, нету. Он нету никакого дела. Вот из-за этого же мне, почему было
как вам сказать, будущий омбудсмен, мне обидно было, который должен стоять на страже свободы, честности, порядка, законности, прав граждан, да, вот уже. А он сидит, он же понимает это прекрасно. Я ему задал такой вопрос, он не мог же сказать. Это он так и сказал, что вот вы пресса, телевидение обратили внимание, как будто он правду говорит. И теперь Бахадыр из пены рта иди на каждом углу перекрестки доказывай, да? Ну, правоохранительные органы знают, и ЦИК знает. Когда он написал в ЦИК, вот это раз, что мне, и он эти же документы 2013 года приложил. Вы поняли, да? Да-да. Если бы у него были бы новые, свежие какие-то документы, я пришел в ЦИК, я говорю, мне ЦИК приглашает, на вас поступило заявление. Я говорю, эти же документы были в 2013 году, теперь в 2018 году, потом в 2020, каждый раз вы будете рассматривать, что ли? Вы поняли, да? Где новые документы у него? И вот он это собрал, вот этими документами он ходит и пишет везде, туда-сюда дает. Вы понимаете, да? Ну, конечно, правоохранительные органы что скажут, не давай, что ли? Или в ЦИК? Это каждое права от каждого человека. Ну, люди-то грамотные, они знают уже, этот вопрос был рассмотрен. Ну, вот он, нет, хайра, вот старый. Если был бы новый документ, вот это старый, что вот вы видели, 2013 годом, вот это он и ЦИК подал. Вот это и якобы Дунгане ему принесли. Тогда Дунгане принесли в 2013 году, сейчас Дунгане в 2018 году принесли. Дунганская диаспора. Ну, он несерьезно же это. Вы понимаете, да? Если был бы новый документ, и сейчас обратно вывесили этот старый документ. Вы сами говорите, 13 год. И вот пресса же пишет, интересно, почему бы не 17-18 что-то новое, да? Или найдите паспорт хотя бы. Как у некоторых паспорта были, правильно? Да. Если бы у меня был бы паспорт, был бы, ну тогда вопросов не было бы. Бахадыр Искакович, а вот вашим оппонентам что можете сказать? Или не хотите ничего говорить? Я им хочу пожелать здоровья, чтобы на такие мелочи, на такие абсурдные вопросы не тратили время дорогое. Нам много чем надо заниматься, большими делами, на благо народа, на государство надо работать, надо бороться с коррупцией. Мы не должны вот такие прецеденты, разборки устраивать. Есть органы, где четко они это все отслеживают. Есть Центральная избирательная комиссия по выборам проведения референдумов и так далее, где они отслеживают, когда подают документы, идет проверка всесторонняя. Есть другие органы, ну, все были предоставлены, материалы были рассмотрены. Ну, зачем переходить на такие личности все? Если я нарушил закон, предоставьте, я как говорю. Если он нарушил закон, я же говорю, Мамытов нарушил закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Статья такая-то, 22, пункт 3, 7, 15, да? Где запрещается государственным служащим заниматься некоммерческим организациям, как Ассамблея народа Кыргызстана. Причем он там не получает зарплату. Он не должен там получать, это общественная организация. Он получает у государства зарплату, где в законе четко прописано, если я получаю здесь зарплату, вот это мое рабочее место. Я должен здесь работать, а не в ассамблее. И мы в законе четко прописали, чтобы госслужащие так не бегали, свою основную функцию пускай работают. А то они, естественно, не работают, бегают, общественным вопросом занимаются. Вы понимаете? Да. Вот в законе, мы от 2016 года, новый закон, который вышел, четко дали. А то раньше, понимаете, госслужащие, чиновники, все они с федерации бокса, федерации это все, и работает там начальником управления или замминистрами, и основную работу не делает, ну, занимается больше общественными. А тут все хромает у нас. И там интересы появляются, вы понимаете, да? За это мы в законе внесли изменения, и два закона в один закон объединили, государственные служащие и муниципальные служащие. Сделали государственный закон о государственной службе, гражданской службе и муниципальной службе, вы понимаете, да? Все мы где четко подписали. Вот. Депутаты – это политические должности, министры – это политические должности, президенты – это тоже, да, премьер-министр политические должности. Они могут общественными фондами, общественным объединением заниматься. Вы поняли, да? Да. А остальные у нас на 3 категории же делятся, правильно? И потом есть государственные служащие. Вот им нельзя, муниципальным служащим тоже нельзя. Вот это я спрашиваю. Тохон Болбекович, он даже в омбудсмане не выдвигался, я до этого спрашивал. Ему нельзя. Я же не говорил, что он плохой человек. Он хороший человек, он грамотный человек, он уважаемый человек. Но и мне и ему не позволено же нарушать закон.